В общем, проблема такая. Установили регулируемый транец выносной, и мотор, соответственно, вся установка сдвинулась назад. Появился очень большой вынос, порядка 15 сантиметров. И теперь носик водозаборника, он у нас от края туннеля слишком ушел назад. При поворотах, при волнах, при маневрах водозаборник получает там дозу воздуха, да, кавитация, теряется упор, лодка падает с глиссера и так далее. Плюс ко всему есть брызги-паразиты. Вот. Чтобы это все ликвидировать, мы удлиним сам туннель, козырек туннеля посредством монолитного поликарбоната, сделаем небольшой сэндвич и все это обклеим материалом, ПВХ материал, либо пленка. И, соответственно, проблема эта уйдет. Ну прям тут ширина ладоней, расстояние. 16 сантиметров можно сделать, можно 15. Но при повороте будет это. Сейчас его надо вывернуть. Выверни его куда-нибудь. Ага, вот так вот. Он будет задевать. А вообще вот этот водозаборник, он должен быть ниже туннеля или выше? Если он был бы алюминиевый, то ниже. Ага. Но так как он у тебя не алюминиевый, у него вот эта очень толстая часть, вот этот носик, его вровень надо делать. Чтоб... Да. Ну тогда получается туннель вообще где-то здесь должен быть. Так получается, да. Но тогда, опять же, проблема не вся уйдет. Угу. Можно вообще его сделать полукругом. Если, в принципе, она и так шла нормально, единственное, в поворотах проблема. Так, я думаю, еще лучше будет. Да. Хуже не будет. Хуже точно не будет. А так, если под низ запихаем, то может это, да, проблемы возникнуть. Да. Короче, отрезаю. Тоже типа такого мотора хочу себе. А у тебя какой? Да вон там дубина лежит там. 60-ка же. Меркурий 60? Ну, четырехтактник мой. Чего себе. А так его можно, да, уложить? Это его родная коробка. Заводская. Я в плане там масла, ну, для Он транспортировки. с завода с маслом так приходит. То есть предусмотрено, рассчитано. А вот на бок нельзя. У него специальная как бы это. Да. Причина. Так. Димон приехал. 7 раз отмери, 1 раз отрежь. Нужно же этот стрелочку поставить, направление. Так, сделаю. А снизу, там какое расстояние остается, получается? Совсем 3 сантиметра. И снизу вон тем материалом. Потоньше, который, да? Да. А выемку есть смысл делать? Выемку? Да. В смысле полукругом? Я вот смотрел, иногда, да, они вот так вот, например, вырезают чуть-чуть, как месяц, и получается вот эти вот вниз же опускаются. Они, края. да, они... И оно, получается, всю площадь заполняет. Можно так сделать. Чуть-чуть такой, буквально сантиметрик выборку. Вообще ничего страшного в этом не будет. И он вообще зазор тогда уходит там. А, то есть... Видишь, Она вот на получается... повороте, видишь, да. уголочек открывается. Это как бы будет центр углубления, Да, да. а ей получается, вот как Дима говорит, да, вот, типа такого. Типа, короче. да. Ну, типа. там может быть Чуть меньше, вот да. так Ага. вот. Можно так сделать. Давай так сделаем. Ну, она вообще прикольно будет. Ее даже можно в самом конце подрезать там. Ну, Болгарочкой или... Нет, у меня-то инструмент есть подрезать. Просто лучше сразу-то резать, потому что тут лобзик не залазит. Мешает все. Это когда лодка без ничего, ее крутишь, вертишь лодку, ее переворачиваешь, и там лобзик. Ну да, там если снизу тоже неудобно, потому что вот эти порожки мешают туннелю. Да, и Плоскости нет. лобзик-то вон он лежит же. Так, сколько здесь у нас? 11,5. 11,5. Сейчас я центрально приберу. Здесь довольно-таки большой перепад, ступенька, да? Вот в этом месте. Все-таки я тут подклеюсь еще одной пластинкой. Такой же, да? Убрать переход. Нет, 2 миллиметра хватит. Ну-ну-ну.
Ну да. Чтобы не было Порожка для кавитации, не было здесь условий. Тут все равно толщина приличная, тут Ну да, да. почти 6 даже. Ну, не 5 есть тут. Так, это я впритык вклею. Так вот, и как раз то, что вот это у меня пластинка какая есть, а с того материала мы всю площадь возьмем. Чтоб туда ушла, Да. Насколько я помню, тут 30 сантиметров у стрелки. Так. Здесь. 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 Так, мы ее склеим. И получится красиво. Вот эти детали, перед тем, как их склеивать с ПВХ или с друг другом, их нужно обязательно зашкурить. Потому что они имеют глянцевую поверхность. Нужно замотовать. Нормально? Да, ну получается вот тут вот перепадик будет. Он нормальный. Она сейчас обклеится, по-другому будет. Чтобы нам комфортно работать, мы клей разводим с ацетоном. Можно разбавлять его, да? Нужно. Нужно даже? Да. Не знаю, какие правила на заводе, но он же густой, чтобы удобно работать. Это уже как все на глаз, да? Да, столько хватит. Тем более он же клей выдыхается сам. Да. И туда все так или иначе ацетон надо. Слушай, а если вот клей, допустим, жестко загустел, его можно ацетоном оживить? Ну, не совсем. Нет уже. Да. Можно, конечно, только придется там долго мешать. Но лучше такого не сделать. В принципе, такой вот консистенции тоже Как кисель. так же работает, да? Кисточки лучше приобретать для таких работ с искусственным волосом. Искусственные. Они лучше подходят. Удобнее. Так. Сильно много, не старайся снимать. Там профессионалов-то много. Будут умничать. Критиковать. Конечно. Я-то как бы не аккредитован. Сначала обезжиривается ацетоном, да? Все поверхности, да? Все поверхности. Наносится клей. Ждешь 10-15 минут, чтобы он высох. Желательно наносить клей, слой тонкий, но обязательно нужно все промазывать, всю поверхность. Некоторые наносят в 2 слоя, это для того, чтобы была стопроцентная гарантия, что вся поверхность будет промазана. Этот слой ПВХ будет между нашим сэндвичем, связывать их с двух сторон. То есть вот этот поликарбонат называется, да? Да. Он не друг к другу будет, а через вклейку, да? Да, ну, как бы я так предпочту сделать. Так. Гамбургер. И пальцами жирными трогать не надо. Ну и пирожки тоже рядом кушать не надо. Жареные. Все. И ждешь. Ждешь там минут 15. Потом приклеиваешь. Чтобы кисточка не высыхала. Вот это уже засохло. Ее нужно изолировать от воздуха. Пакетик. И можно на следующий день пользоваться. То есть так даже, да? Да. Застывает. Да. Если кисть засохла, ее как-то восстановить? В ацетоне отмачивать. Так она 18 рублей стоит что-то. Ну да. Ну то есть я так думал, типа одна работа, одна кисть. Бывает, ее просто нету. Ну это... Ага, ну да. Надо ехать за ней. Я тут... Это же самое запутанное. Теперь сразу, не теряя время, обезжириваем еще поверхность. То есть даже не обезжириваем, а моем ее. Сейчас будет клей еще сюда наноситься. Клей можно нанести, если температурные условия нормальные, его можно утром нанести, а только вечером приклеить. Даже так. Вообще это клей, он активизируется при температуре, да? При температуре 65 градусов активизируется. Самое нормальное время, я считаю, это август. Вообще самое шикарное. Да. И конец августа, когда золотая осень. Вот, и вообще некоторые даже говорят, когда вот сентябрь, конец сентября, когда вот начинает прям первая вот эта шуга, там уже вот
когда жор типа у хищной рыбы начинается на зиму. Ну, август класс. Но это по рыбалке. А я имею в виду вообще, если ехать, По красоте, в смысле. Да, по красоте. По пейзажу, по картинке. да, то вот август, он шикарен, конечно. И как бы этих гнусов не так много в августе. Потому что ночи уже более прохладные, да? Он, Да. видно, поддыхает. Ну и в августе, если в горы приехать, можно как бы момент такой поймать. И осень золотая, и снег выпал в горах. И там вообще шикарно. Нагреваешь и прикладываешь, и все, да? Да, и потом еще раз нагреваем. Так, вот мы ее должны поставить. под- Тогда еще под раз танк. клей не надо клеить. Нет, не надо. А мы что делали? Мы 2 слоя, но я вот тоже у Вити спросил в этом, в X-Motors'е. Я говорю, ты как, 2 слоя кладешь? Он говорит, нет, я 1 кладу. Ну, если он жиденький клей, вот, как Андрей говорит, равномерно все перекрыл, то в принципе этого хватает. Потому что он говорит, что когда жирный слой клея получается, тоже плохо. Не приклеится. Да, да. То есть получается вот эта вот подушка, да, вот так гуляет клеевая. Да. То есть материал будет типа, понял? Она отклеится. Там потом воздух образуется. Да, 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 да. Пузырь какой-нибудь там. Ну, попробуй оторви сейчас. Все, да? Да, она скопилась сейчас. Так. По сути, можно так и ездить, да? Не, пока не надо заклеить. Не, ну то, что сейчас задумали, сэндвич этот весь сделать, так по-нормально. И И вот тут закрыть, да? да, тут я обязательно закрою А материал. он вот так пойдет до сюда, да? Или вот так прям можно? Лучше сделать косые. Косые, да, Косые, чуть-чуть, да. ага. А снизу тоже нужно будет приклеить. Я туда вырежу лист полиуретана брони и приклею броней. Вот. То есть тут сложность будет в том, что как тормашкой придется клеить. Вот. Ну, нам надо клеить, потому что, чтобы тут не отвалилось ничего, там будет держать броня. Все это дело. Но она немного украдет, там 0,7 миллиметра украдет. Боковые стенки сделаю. О, как раз вообще. Так, вот эти сюда приклеим, сверху декоративную приклеим и снизу. А 65 и 80 это уже который 2,1 литра. Чуть-чуть нагреваем. Тут, вот тут не надо, да? Тут не надо. Вот только то, что вот где пластмасска. Ну да, может по краям проесть, ничего страшного.
Там только на это только рыба будет смотреть. Ой, смотри, а у него так приклеено. А у них так. Он ацетоном по-любому разбавлял. Да. И все. Да. Давай глянь. О, смотри, броню не хочет пробивать полиуретан. Ничего себе. Не берет, да? Нет, берет, возьмет, конечно, но Сложно. да. Но это необычная форма, да, туннеля? Или обычная? Ну, как это все равно? Так, тут пригреть еще надо. Это все равно туннель. Просто мы его сделали таким образом, чтобы у тебя в поворотах не черпал с этих углов воздух. Опускаем мотор. Смотрим. Не задевает. В любом, на любом угле поворота. Вот очень известная проблема, когда мотор начинает перегреваться. Контрольное охлаждение идет, работает, казалось бы, все нормально, да, но мотор при этом перегревается. Значит, у нас помпа в этот момент работает, но блок сам внутри забитый. Как устранить эту причину? У каждого мотора есть термостат. В данном случае вот мотор Tohatsu 50, термостат стоит вверху блока, закручено на 3 болтах через прокладку, болты на 10. Снимаем эту крышку, убираем аккуратно прокладку. Внимание, нужно дождаться, чтобы мотор остыл, потому что термостат будет очень горячий. И, значит, смотрим состояние термостата. Бывает, что у термостата там стоит пружинка в механизме, и какие-то камушки, песок, там, шишки, листва, они забивают эту пружинку, и термостат у нас клинит на малый круг. Малый круг, и то есть, когда мотор идет на оборотах, когда он уже теплонагружен, мотор начинает перегреваться, потому что термостат заклинивший, и он не открывается на большой круг. Ну, по-народному можно так объяснить. Поэтому достаем термостат, вынимаем его, чистим, можно его проверить, работает он или нет. Это кидаем его в горячий стакан с кипятком, смотрим, шевелится или нет. Ну и заводим мотор без термостата так, чтобы у нас вода полилась отсюда на улицу. Тут ничего не затопит, ничего страшного не будет, но можно это тряпочкой свечи прикрыть. Струя выйдет из блока, и вся грязь, какая-то могла быть песок, камушки или что-то еще, посторонние предметы, они все у нас выйдут на улицу. Вот так. И обратно термостат нужно обязательно поставить, потому что без термостата моторы работают хуже. Причем в конструкции необходим, нужен. Для оптимальной температуры. Да? Ну, прокладка, возможно, вот эта, она будет рваться. Тут стоит паранитовая прокладка. Поэтому нужно дать мотору остыть полностью и воспользоваться либо лезвием, либо бритвой, чтобы аккуратно его. Потому что если она будет порвана, то вода будет здесь капать. Хотелось бы поблагодарить Андрея за удлинение тоннеля лодки. Это был один из важных этапов подготовки к серьезной поездке на горную реку Лямпушка, где нам предстоит пройти путь длиной более 1000 километров. Как стала идти лодка, удалось ли решить проблему путем удлинения тоннеля, все это вы узнаете уже в ближайшее время. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик для своевременного уведомления о новых видео и до новых встреч!